Рыбалка на хариуса. Погода сегодня идет снег, мокрый снег. Ни одного хариуса пока ищем. Или просто рыба есть, но не берет. А может и вообще нету. Но мы не сдаемся. Будем еще поворот за поворотом идти, сверлить. Может и повезет. Снег валит и валит. Глубина здесь больше метра. Пробовал на мелкой воде и в глубине сейчас сижу. Ничего не клюет. Хочет. Ладно, пойдем дальше. Здесь одну рыбу, но опять поймали. И была еще поклевка. Пробуем поймать. Есть он. Вперед. Поздно. Это не так. Подсекли. Играет кино. Видимо, не очень крупная. Но лучше, чем ничего. Крупная рыба. Вот прошло 2,5 часа рыбалки. Прошли уже несколько поворотов. Улов, конечно, плачевный сегодня. Хариус, одна штука. Это самодельная удочка такая. Вот здесь следующая. Просто делаю перекур большой. И пока я здесь посижу, немножко отдохну, пойду дальше. Вот так. Сейчас я вам покажу японский снасть. Изготовитель Комоморт. Сделан из куска фанеры. Сантиметров 20, наверное. Привязан леска. Так, дальше что там идет у нас? Грузило и крючок с насадкой. Вместо килька кустик. Если есть что ловить, никакой японской снасти не надо. Это деньги на ветер. Снег валит и валит. Сыро, если тепло одет, жарко. Мокрый снег падает, он
Деревья гнутся от тяжести снега. И все это ломаются, падают на реку. Получаются заторы. Самая удобная снасть. Легкая, компактная. Можно сделать по несколько штук. И расстояние 10 метров ставить. Если хорошее зрение, куст виден издалека, есть или нет поклевки. Дальше что еще можно сказать про эту снасть? В принципе, все. Не ленитесь, рыбачки. А мне на этот день надоело. Идешь как будто в туннеле. Все в снегу. Да. Снег сегодня всю ночь шел. Вот сейчас становится яснее погода. За зиму 4-й раз уже выхожу в лес. Но безрезультатно. Ничего не могу подстрелить. Хоть бы увидишь что-нибудь интереснее. Вчера пробовал рыбачить. Клёва тоже нету. Фу. Зарядка тоже нужна. О, сосна какая. Но здесь место болотное, деревья не очень большие. Раньше бывало в лес выйдешь, следов море, куницы море тоже бегают, а сей года ни одного следа. Не надо курить, надо вести здоровый образ жизни. Без курения и то отдышка, когда идешь. Конечно, сейчас проваливаешься в снег из-за этого. Ну, сейчас по такому снегу, я думаю, километров 15 за день можно пройти. Ну, 4 часа уже становится темно. Ну, начинает темнеть. Можно еще сумерки пройти.
На этом пока, наверное, я выключу на некоторое время. Продолжение следует. Что-нибудь увижу поинтереснее. Включу. А тут что? Только елки да береза. На этой сосне сидит белка. Фотоаппарат не очень качественный, но можно, если внимательно посмотреть, увидеть. От вершинки сантиметров 50 в самой середине. Ага, вот. Да, увидел. Ага. Белка стала уходить по деревьям. Вон. Ага. Сделала прыжок. Опять на следующее дерево. Куда-то опять затаилась. Нет, не вижу. Ну вот, время приближается к обеду. Все идет по-старому. Никого не видел, кроме одной белки. Убежала, спряталась куда-то. Решил попить чай. Делать небольшой ланч. Что может быть на обед у охотника? Конечно же, термос с кипятком. Тут чай, кофе-то есть с песком разбавленный, сыр, хлеб и сало еще. Самое то. Ну, на сегодня прошел полпути. Еще столько же в одну сторону пройти и обратно. Погода пасмурная. Снег немножко идет. Ладно, продолжаем идти дальше. Ну вот. Начинает уже темнеть. Приближаемся к очередной избушке. Амбар у охотников. Это не наша избушка. Черная баня видна. Избушка. Тут, видимо, старая избушка. Вот эта избушка охотничья. Ручей течет здесь. Нам еще осталось 7 километров протопать до своей избушки. О, ручей. Все еще открыт. Никак не может замерзнуть. Хотя течения нету. Из-за теплой погоды
еще ничего не замерзло. Давление, она повышается. Безветренно. Идем дальше. Вот зимник. Зимник. Дорога. Раньше здесь вывозили лес. Лесопункт. Сейчас все бездействует. Леса-то нету. Все вырубили, все кончилось. Вот. Здесь еще пройдем километров 2 и обратно. No vot, oli lohtamisen Kujimluun. Kujimluundan olin mielis. Se oli mitä остыдавших буранен. Бердны кота дикай. Пыльно выдасли целым вообще. Луна сазы югдел, пыряткай. Канга шер битте сняли что камарысья. То листа жабу.